обеззараживать это место, вот, если раны какие-то. И особенно остеохондроз, то же самое. Берут у нас мазь очень хорошо. Посетители этой ярмарки не понаслышке знают, что такое сладкая жизнь. От изобилия товаров разбегаются глаза. Липовый, гречишный, белая акация, боярышниковый с различными травами. Все сорта не перечесть, не то что попробовать за раз. Покупателей очень много. Уже в первый день, несмотря на погоду, что сегодня вот так вот пасмурно, сыро, но очень много людей. Все хотят отведать, скажем, продегустировать и, конечно, для себя каждый что-то подбирает. Кто-то изучает, кто-то смотрит, кто-то на будущее хочет прийти. Ну, уже много сегодня было продаж. Мед – это больше, чем лакомство или лекарство, которое природа подарила в избытке. Больше 40 сортов душистого меда представлено на всероссийской ярмарке. Здесь не принято спрашивать о качестве продукта. На прилавке его привозят сами производители. Впрочем, особо недоверчивые могут тут же продегустировать его. Проведение подобных мероприятий очень важно для нашей республики, для города, потому что это не только привлекает местных жителей, да, и есть возможность приобрести, допустим, продукцию, которую каждый день в городе не приобретешь. А для туристов это еще дополнительный объект посещения. Помимо различных сортов меда на ярмарке также представлена медовая продукция. Пыльца, перга, прополис, изделия пчеловодства хорошо известны своими целебными свойствами. Пасечники советуют принимать чайную ложку меда утром натощак. Ярмарка в Грозном продлится до 25 октября. Купила какую-то эхиноцею. Правда, я первый раз слышала, что есть такое растение, может быть, к своему стыду. А так липовый, каштановый, с прополисом, с пергой. Тут есть разнообразие меда. И мне кажется, жители нашей республики могут посетить и приобрести по своему вкусу и по своим потребностям мед разных видов. Золотистый и невероятно сладкий. С древних времен его считали символом счастья и благополучия. А французский полководец Наполеон настолько был поражен свойствами меда, что сделал пчелу своей персональной эмблемой. Элина Дадаева, Расул Арсуханов, Джамал Эль Хаджалиев. Новости.